В городе Покровске ведутся работы по восстановлению теплоснабжения в Старопокровском женском монастыре после пожара. От огня не пострадал монастырский храм, но полностью выгорел сестринский корпус, где были расположены котлы, обогревающие оба здания. Какие организации пришли на помощь православным, знает Виолетта Засимова. Пожар в здании сестринского корпуса на территории Старопокровского женского монастыря начался в ночь на 6 декабря. Огнеборцы не могли потушить его более суток. В это время на улице стояли 40-градусные морозы. Ситуацию ухудшало то, что храм, где обычно проходят богослужения и хранятся мощи и иконы, остался без тепла. Самые неравнодушные прихожане начали дежурить в храме, чтобы уберечь свои святыни от воздействия холода. Хоть и температура внутри здания доходила до минус 16 градусов. Матушка по состоянию здоровья уехала на лечение и сказала: это ваш храм. Ну а что нам оставалось прихожанам делать? Спасать? Даже света не было. Мы службу служили, 40-градусный мороз 4 дня после пожара. И был вот так, пар шел, но люди стояли стойко. И мы сказали матушке: мы иконы по домам не разнесем. Мы сохраним храм, иконостас, который все святые лики. На беду православных верующих откликнулось руководство района. Было созвано срочное совещание организаций и учреждений. Создан план действий по восстановлению тепла. Помочь вызвались филиалы РИК «Автодор», «Сахатранснефтегаз», ГУП ЖКХ и Хангаласский «Газстрой». В данное время ГУП ЖКХ демонтировал внутренние системы отопления. Также в данное время он уже монтирует их. «Газстрой» также обустраивает, строит котельную. Администрации района была выделена будка, которая в свое время была для чрезвычайной ситуации приобретена. Нам помогает, посильную помощь оказывал и также оказывает хангаласский филиал РИК «Автодор». По перевозке будки они нам очень помогли. По газу помогает хангаласский филиал Сахатранснефтегаза. Также один индивидуальный предприниматель вызвался вывести все, что осталось от сгоревшего сестринского корпуса. Вдобавок был открыт счет для пожертвований, откуда около 30 тысяч рублей было направлено на покупку 2 новых газовых котлов. Как нам сказали в районной администрации, теплоснабжение монастыря будет восстановлено в эту пятницу. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.